7 часов 54 минуты. Среда, 15 июня. Тулан у меня вон там лежит. На улице с утра 18 градусов. Плюс 18. Сегодня тепло. Спалось хорошо. Только-только встал. Вот ладно. 2 раза кого-то лаял. Найди нас где-то вот в этих деревьях. Наверное, белка. Это 100% белка была. Второй раз как будто в стороне он был. Хитрец. В избу не зашел. Трусишка. Сегодня будет тепло, солнечно. Такая картина. Как будто что-то хочется сделать, но я не знаю что. Был бы материал. С ремонтом бы занялся, потому что подсохло все. Даже там ямы, нету воды. Как ни странно. Я немножко удивился. Тут быстро за месяц все подсохло. Скажем, если в июле приехать, то сушки так и не съел. Ладно. Немножко роса. Вот тут вода была. В мае, когда приезжали. Комаров достаточно на улице. Здесь немножко вчера скосил, но не стал уже снимать ничего. Всю территорию скосил я. Не хочу надоедать некоторых зрителей. Одно и то, и тоже получается показываю. Ну, по-другому не получится. Вот. Все здесь скосил. До бани, считай. Ну, вокруг амбара. Это обязательно надо там скосить. Потому что подсад вырастает, и мыши умудряются в амбар залезть. А там у меня некоторые продукты в запас. Ну и вещи также. Так. Печка как бы, я не знаю во сколько, примерно, наверное, в 4 утра погасла. И ночью так жарко было, я не мог просто. Вообще умирал, я спал. Очень было жарко, и потом печка потухла. И, знаете, вот когда мне жарко было, у меня дверь вот столько была открыта, приоткрытой. Раптор там на печи. Вон там раптор, пластина. Комары не залетали. Нижнее бревно открыто. Дверь была открыта где-то сантиметров 8. Комары вообще не беспокоили. Вообще я их не чувствовал. Но было очень жарко спать. А сейчас вот, смотрите, кофту одел. Потому что сейчас печка не топится, и сразу стало прохладно. Вот. Ну, примерно так, ребят. Сейчас я буду скипячу чай. Позавтракаю, схожу, соберу щетки. И я не знаю, но обратно будем уже возвращаться по пути, может быть, порыбачу. Так. Надо было краску привезти мне, чтобы покрасить вот это, как сказать, дверь, все это дело. Здесь надо еще прибить. У меня здесь было прибито вот этот войлок. Здесь снизу тоже был прибит. Мыши все объели, съели. Вот здесь все это дело до сюда. Вот. Какашек вон сколько их. Мышеловка там не сработала, ничего. Вот. Такое утро, ребят. Солнечное, хорошее, дождя нету пока. В 3 часа вроде обещают дожди. Поставил чайник. Сейчас сходил, попилил дрова, заправил бензин. Хотел заправить масло. Масло, ну блин,
бак, можно сказать, полный. Поэтому оно, блин, что-то не смазывает где-то. Вроде чистил все отверстия. Шину сейчас перевернул. Но эта роль не должна играть. Не смазывает. Сейчас я регулировочный болт там есть. Покажу. Вон там. Вон он. Вот. Надо его полностью открутить. Вон написано максимум. Открутить. И попробую снова. Там звук поменяется. Нет. Ну я слышу вот такой сухой звук. От чего это может быть? А оказывается, думаю, еще так и не смазывает цепи. Сейчас делаю это быстро сделать. На улице очень жарко. До максимума сейчас открутил. Сейчас заведем. Сейчас смазывает хорошо. Даже перебор. Даже чуть-чуть перебор. Вот так. Все, нормально. Нормалек. Немножко начинается уже гниль, конечно, но а тут еще один сушняк свалился, тоже спилил. Ветровалы достаточно, вон береза, вон, если посмотреть, там еще, как сказать, сосна. Что-то я это и не заметил. Буду тоже отпилить. Кругом береза, там еще дальше тоже, но она похожа на сосну. Вот. Я думал, это свежее, оказывается. Это уже несколько лет тут лежал. Вон хорошее дерево. Дальше вон такая елка там. Но, блин, в стороне уже от избы. Вот такие штуки я обычно приезжаю и на буране заготавливаю. Вон до хрена этого всего добра у нас, конечно. Муравьи куда-то все бегут, что-то тащут. Бедолаги тоже. Фух. Вот это сегодня жарко, ребят. Сегодня настоящая летняя погода, наверное, будет. Что-то греет сегодня капитально. Это еще дерну отсюда. И куда-нибудь надо тоже сложить. И пока тут оставить. Фу, они чуть-чуть тяжеловатые. Пусть подсохнут нормально. Вот береза. Считай, на осень у меня уже дрова заготовлено. Хватит. Тулана тоже побрызгал.
Меньше комаров липнет, смотрите на него. Только морду не брызгал. Да? Так, вале. Энле. Энле. Ну и жарище. Кого-то надо снять. Что-то с утра кого-то ел. Очень жарко. Все как-то сочно, салатового цвета, зеленый сейчас. Сегодня вот я поленился вставать ночью. Всю ночь птицы пели, и такая штиль погода была. Я иду за сетями, там лодка у меня, там сети. Обалдеть, погода. Красиво. Черника непонятно как. Вроде есть и вроде нету. Они пока синими не станут. Точно и не скажешь. Ну, вроде есть. Для птиц, для корма, для, скажем, для буровой птицы, думаю, ягоды будут. Это самое главное. И морс из черника очень вкусный получается. Полезный, вкусный. Хотя бы 10 литров собрать на зиму. Вполне достаточно. Круглый год потом пить можно. Цвет такой, офигеть. Вот это да. Надеюсь, камера передает для вас. Такой салатового цвета вообще. Ну да, местами есть. Так. Но не скажу, что много. Ну, осенью видно будет. Осенью посмотрим, что и как. Решил сходить. Где-то он там амбар должен быть. Старый, заброшенный. Но там мы еще хранили дичь. В стороне он. Тропинка уже. Блин, ну, даже и пройдешь, не заметишь. Все уже сравнялось. Он в стороне от избы. Это от людей, от чужих, кто по амбарам любит лазить. Поэтому в стороне делали некоторые. А этот амбар делал старый хозяин, который мне передал, как сказать, все эти места, участки. А, вон он, нашел. Память не изменяет. Память не изменяет, ребят, еще. Ну, на ножках был. Сейчас уже он без ноги, без ничего. Просто он свалился. Ё-моё. Годы берут свое. Вот так все выглядит. Просто свалилось.
Нижнее бревно сгнило, и тут еще мы глухарей хранили. Не помню там, что оставалось. Дверь открыта. Дверь открыта там. В принципе, ничего тут уже нету. Там соль был, соль оставалась еще, наверное. Тут хитрый... Лах, тула! Ну-ка не лезь туда. Энпусача. Тут хитрый замок был, он, наверное, держит. Энпусача. Придавит, блядь, ничего не успею сделать. Лах, тула! Ой, надо... Он лезет туда, лах. Энпусача, лах! Господь! На соплях все держится там, блин. Придавит. Я и не помню, как это открывалось. Где это у меня получается. Ну там дверь снутри упирает. И где-то должен быть, как сказать, чтобы отодвинуть эту палку, упор. Вот уже я не помню. Локон высоча. Крыша уже сгнила, все. Все, хана ему. Вот так. Ну, пару лет, наверное, я помню. Пару лет я сюда, здесь хранил все это, свои вещи. А потом новую избу, как построил там уже. Он... Как бы этот амбар негодный стал. Вот такие дела. До этого, ребят, я еще уже не раз говорил, на другой реке охотился. И 80 километров, это по реке было 80 километров. Поднимался я на лодке. И в то место пришли вырубать лес. Ну, зэки, заключенные, вахтовым методом тоже, ну, свободно жили, ходили. Вот, поэтому я тоже решил тогда построить избу. Не избу, а амбар в стороне. Я показывал в одном из фильмов, тоже уже развалилось еще. Как ни странно, как будто... И так получилось, как будто его разобрали у меня. Свалилось, но... В то же время, как будто, я не знаю, под бомбу какую-то попал, он все, разорвало его. Вот. Но я построил тогда, хотел тоже, ну, далеко от избы хранить вещи. Хитрый амбар только сделал. И начал рыть яму, чтобы ножки ставить, а там вода. И я этот амбар построил на одну ножку. Вот. И на единственной ноге стояла. Целая постройка такая. Конструкция такая у меня получилась. Дверей не было. Снизу я, как сказать, заходил. Что-то мудрил, химичил, блин. С хитрым замком тоже сделал. Но вышел из положения, потому что, блин, сруб-то уже готовый. А чтобы поставить, вода кругом. Ну вот я поставил на одну ножку. И все у меня получилось, ребят. Там хранил вещи. Бензопила Урал был. Блядь, тяжело было одному, конечно, это строить там. Но, блин, молодой был, желание, энергии, знаете. И если ты задумаешься, рано получится у тебя. Так. Так что... Ну, в прошлом году даже туда хотел сходить поход. С этой избы, где я охочусь, думал. Напрямик примерно, наверное, 15 километров. Если напрямик, просто вот напрямик срезать.
Может, когда-нибудь еще сходим. Хочется еще посмотреть там, побыть, вспомнить. Вот. Зимой-то можно легко там до туда добраться на буране. А вот именно я люблю пешие походы с ружьем. Не сейчас вот, скажем, вот просто похода, а именно с оружием в руках. В тот поход я лося видел, там снимал. Еле-еле на цифровой фотоаппарат я снимал. С рогами, большими рогами было. И первый раз такие рога увидел, вот, которые вот, ну, блин, как же это называется? Как тарелка. Крупный лось был. Ну, сколько пыльцили, непонятно, что тут. Но сейчас этот сезон, это время уже, в принципе, проходит. Но все равно пыльцы очень много. Вот так. Дед говорил, раньше этого ничего не было. То сейчас появилось почему-то. Вчера спиннинг кидал, без толку, бесполезно. Бесполезно. Но играет спиннинг хорошо. Мне понравилось это блесна. Очень много коряк тут. Ну что, ребят, показываю свой улов. Вот такие плотвы. Даже щука тут кусала, вон видно. Ячея крупная, 35-ка, вот и мелочь проходит, вот более-менее попадаются. 4 штуки. И вчерашний елец еще. 5 рыб. Ну, может еще по пути удастся поймать пару хариусов. Не знаю. Маловато, однако. Так, тулан тут замучился уже. Комары жрут. Комары жрут. Догорает костер. Я уже добавлять, наверное, не стану. Попью чай, что там есть, и будем собираться. Ну, опять уже облачно становится. Вон какие облака появляются. 3 часа вроде как обещают. Дождь. РП5 показывала. Позавчера я смотрел. Такой безветренно становится снова. Перед бурей стихает ветер. Тут, ребят, есть муравейник. Потроха у рыбы. Вот сейчас я гостиницу принес. Ух, сейчас как. Ой, не понимаю, что за джекпот. Быстро сейчас вылазят там, смотрите, сколько их. 1000 штук, миллион, миллиарды штук их. Такая потроха. Фу. Живая природа. Туннели вон какие у них. Интересно смотреть. Вон, лазейки такие. Вон он туннель. Быстро разберут это. Очень быстро. Дрова надо посмотреть. Свалился, нет, этот, наша поленница, этот, что мы в прошлый раз заготавливали.
сухие, хорошие дрова на осень. Это мне хватит. Хорошо. Вполне достаточно для нас. Вот так. Вон оттуда он свалилось дерево. Хотел скворечник сделать. Но она, оказывается, с трещиной вот такая была. Так, короче, я, ребят, остатки супа с хлебом отдал Тулану. И сейчас я доедаю этот салат. Доедаю салат. Ну, больше половины вещей я уже собрал. Ну, и что тут собирать? Один рюкзак. Я уже буду убираться здесь и поедем домой. Термос взял кипяток. На улице жарко и, возможно, там захочется пить. И сейчас я нормально поем. Готовить сегодня уже ничего не стану. Все, что есть, я съем и все. Так, ну вот и все, ребят. Я уже все убрал. В таком порядке оставляем. Чайник, котелок, как всегда. Дров дофига. На улице сейчас также 28 градусов. Тепло. Сейчас солнце вообще. На солнце, наверное, за 35 где-то. Ладно, спасибо этому дому. Пойдем к другому дому. Он ждет. Много раз спрашивали, говорит, Олег, избушку открытым оставляешь, медведи могут залезть. Ни разу еще такого не было. Никогда. Амбар закрыл. Здесь тоже все чисто порядок. Облил водой. Угольков вообще нету ничего. Пожароопасно. Сейчас скажу вам. В лесу с спичкой ходить. Но опасно. Все сухо. Будки. Там у меня Тулан сушки так и не съел. Ну, может, вороны там. Или сойки там прилетят. Съедят там. Хлеб, все это дело осталось. Вот. Ладно, что еще? Сюда я приеду примерно осенью. Не раньше осени. Сейчас на реке вода очень маленькая будет. И не покатаешься тут на этой реке. А на осенней охоте уже приедем. Может в августе или в сентябре. А в октябре обязательно. На осеннюю промысловую охоту. Мангал тут также оставлю. Может кто приедет там. Пусть тут костер делает. Вот. Ладно. Будем снимать сейчас дальше на реке. Может что-то интересное увидим. А тут кирпичи под навесом. Дровишки есть. Все четко вроде как. Ладно, изба, давай. До новых встреч. До осени. Что еще? Приедем осенью. Сейчас территория все убрано. Все в порядке. Тепло, жарко. Немножко дымит печка. Я там газету сжег. Спалось хорошо, очень жарко только было. К утру нормально там засыпало. Такие дела. Ладно, ребят, поехал я.